Итак, Хайрле Кич, добрый вечер, дорогие друзья. С вами сегодня я, Руслан Айсин, и беседовать мы будем с уважаемой Фаридой Курбангалиевой. По-моему, пару раз уже мы на этом канале Татполити беседовали, но с того времени утекло много воды и много ботокса с лица Владимира Путина, который сегодня, кстати говоря, выступал, и это тоже, мы, надеюсь, обсудим. Сяна Фарида, приветствую тебя. Хайрле Кич, Руслан, приветствую всех, кто нас смотрит. Мы с тобой один раз беседовали на твоем канале здесь. Это было прошлым летом. Ну вот, видишь как. Это было прошлым летом, как в той песне. Та-да-та-да-та-да-та. Советская песня. Ну, ты смотрела путинское выступление? Ну, или Нет, я не смотрела. Обзоры, я понимаю, Я что только смотрела. почитала вот на «Медузе» распечатку текстовую того, что он говорил. Но само выступление я не смотрела, и поэтому оценить, как сильно утек ботокс из его лица, я не смогла. Вообще его регулярно надо подкалывать, поэтому, наверное, может, он долго не был у косметолога. Ну да, не, я думаю, что был, и поэтому он вышел, наверное, в люди. Я тоже, естественно, не смотрел, потому что это как бы ужасная пытка. Но как бы там ни было, он похвалил Минниханова. Я, правда, не знаю, по какой причине. Я увидел, кто-то написал, что похвалил Минниханова, Кадырова, естественно. Один академик, другой тоже, как известно, кандидат экономических наук, насколько я помню, у нас Минниханов. И вот в этой связи я знаю, что ты как бы много вот по этому поводу даже наткнулся вчера на твое видео, что-то ватный Татарстан, и поэтому вот пришло в голову сделать стрим про неватный Татарстан. Это как бы не в том смысле, что мы будем выискивать каких-то неватников в Татарстане, хотя таковых достаточно, конечно. Но как бы там ни было, вот ты считаешь, что Татарстан выделяется своей ватностью? Я не знаю, выделяется он или нет, но однозначно я могу сказать, что татарам, так же как и русским, присуще имперское мышление. То есть мы не можем говорить о том, что вот русские подвержены там идеям русского мира, поддерживают войну в Украине, там Путина поддерживают, а татары нет. Я знаю кучу татар, которые абсолютно пророссийские, пропутинские, и Путин им очень нравится, они им гордятся. У меня родственники такие есть, знакомых много. Вот, поэтому мне трудно сказать, насколько Татарстан ватный относительно других регионов. Может быть, он какой-то там, ну, я не знаю, средний по общему уровню. Но то, что так называемые ватники там есть, и это никак не связано с их этнической принадлежностью, это 100%. Но не кажется ли тебе, что это вот та тема, которая давно присуща татарам, и, ну, в общем-то, я это признаю, что оно такое есть, это как бы хитрость такая вот, ну, помнишь, мне знаешь, кто рассказывал? Дима Второв, твой бывший коллега по Дима Второв, да. Да, значит, он мне рассказывал, что когда они ездили с Бабаем в Москву, а он ходил в пул, да, президентский, то Шаймиев в Москве демонстративно разговаривал с тяжелым акцентом. Ну, почему? Потому что вот прям вот тянул, все демонстрировал, что вот он как бы не такой. Как только, говорит, мы прилетали в аэропорту Казани, он давал, хотел сказать, стрим, пресс-конференцию, и просто, говорит, у него отлетало как из уст Соловьева или Киселева. То есть вот он пытался демонстрировать всячески, что мы как бы вот имеем определенную спецификацию, мы не они, и все остальное. Ну, я понимаю, что те времена, они как бы, может, в качестве иллюстрации примера не совсем релевантны, но не исключаешь ли ты моменты, что вот они таким образом, как говорят в таких случаях, шифруются? Я имею в виду элиты. Шифруются в каком смысле, что ты имеешь в виду? Ну, делают вид, что да, мы как бы подчиняемся верховному князю, но как только Путин слетит, тут же выступят против Путина, говоря о том, что вот мы на самом деле стульчик-то ему подпиливали. Нет, ну это запросто может быть. Да, такое запросто может быть. Собственно, мы же то же самое наблюдали в то время, когда рухнул Советский Союз, да, и мы знаем, что главы союзных республик возглавили вот те новые образования, которые стали самостоятельными и независимыми там, в 1991 году. Некоторые, такие как Эмомали Рахмон, например, в Таджикистане, до сих пор находятся, по-моему, у власти, если я ничего не путаю.
Вот, ну, очень многие там, вот эти все бывшие партийные бонзы, всякие там секретари обкомов, центральных, вот этих всех вот партийных образований. Руслан, да, мы что-то пропадали из эфира. Да-да-да-да, ага. Вот. Они же все были, членами партии очень активными и, ну, в смысле, не то что активными, они были членами партии на руководящих должностях. Но когда пал Советский Союз и пала коммунистическая идеология, ничто не помешало им возглавить, вот эти вот новообразованные государства. А кто еще, собственно, это может сделать? Это могут сделать, конечно же, только элиты. То есть те люди, которые уже находятся у власти, они в достаточной степени, ну, скажем так, продвинуты, образованы для того, чтобы и имеют определенные рычаги влияния для того, чтобы удержать эту власть и дальше. И я нисколько не удивлюсь, например, если, допустим, теоретически мы представим, да, что Татарстан или Башкортостан объявят о независимости, мне это сейчас, честно тебе скажу, сложно представить. Ну, допустим, это произойдет. Да. Я нисколько не удивлюсь, если тот же самый Минниханов, ну, скажем так, возглавит этот протест. Минниханов и его команда. Вот они будут теми самыми людьми, которые постараются, во всяком случае, не потерять вот эти вот рычаги управления и остаться у руля республики. Это абсолютно естественно и закономерно. Мы это уже проходили. Поэтому я в это верю вот в гораздо большей степени, чем в то, что вдруг появятся какие-то новые политические лидеры, какие-то оппозиционеры. Вот сейчас, например, я вообще никого, ни одного такого человека не знаю и не вижу. Я знаю, что у тебя другое мнение по этому поводу. Ты считаешь, По что... счету лидеров? Просто я когда у Нет, тебя по брала... счету лидеров я с тобой согласен, я тоже не верю. Да? По счету Я лидеров, да, просто помню, конечно. когда я у тебя брала интервью для «Новой газеты», это было там где-то в году, наверное, в конце 23-го года, ты мне говорил, что вот определенное время рождает определенный запрос на какого-то Да. харизматического лидера, и вот он тогда может появиться. Он, может быть, тогда появится, но сейчас вот я просто на данный момент таких персон не знаю. Вот. Но в то, что, допустим, Минниханов постарается остаться у власти и возглавить независимый Татарстан, я верю гораздо больше, чем в то, что появится какой-нибудь, я не знаю, там, условный Ильдар Эльдар Хакимзянов, Кашапов. да, который будет претендовать на место вот этого нового лидера. Но они не дают, собственно говоря, видишь, по сути-то говоря, ну и может и наши немножко, как это вот, есть такое слово, сульпян вот, в татарском, вот, неактивный, да, правильно перевести, Мгм. пассивные такие вот. И я смотрю, что вот по традиции, ну, много же, ты знаешь, наших татар в Европе, которые очень активные ребята в своей отрасли, искусство, культур, мультур, туда-сюда, песни, танцы. Ну, как только ты говоришь, давайте там какую-нибудь политическую, общественно-политическую движуху запустим, все, никого нет, исчезают ребята. При этом в своих отраслях, там, начиная от какой-нибудь Айгёль, там, и так далее, очень талантливые, очень деятельные, очень организованные люди. То есть здесь слов нет. Но почему-то вот в политическом поле, то ли потому, что хотят вернуться, мне трудно сказать. То ли из-за того, что вот то, что мы с тобой говорили в начале, слишком хитрые, 7 раз отмерь, еще 30 раз отмерь, потом подумай там. Вот я увидел, вчера, по-моему, я обсуждал выступление Минниханова по поводу его критики муниципальной реформы, да? И он Мгм. за здравие, там, народ, понимаешь ли, туда-сюда, вот критика, кто они будут, они разве будут работать, вот мы будем работать. И в конце говорит, ну, примут на благо государства, чтобы и все. То есть критиковал, потом, как говорится, за здравие поднял тост. Ну, это Мгм. вот типичная вот история, да, из нашей элиты, которые и там, и сям, и нашим, и вашим готовы действовать. И, собственно, я не знаю, если говорить о том, что все будет разваливаться, действительно, а кто может это сделать? Ведь когда в конце 80-х годов все разваливалось, ты помнишь, и обком пытался влезть, и КГБ в процесс национальных движений, и там группа была в обкоме, кстати говоря, Морозов, да, который вот идеолог Единой Который России. сейчас в Госдуме? Ну да, вот этот вот идеолог Мгм. Единой России был одно время. Он же работал в обкоме, он тоже пытался на вот процессы, связанные с ВТОЦем, влиять. Мгм. А знаешь, ты не знаешь, отец у него был генерал НКВД в Татарстане, в СССР. Мгм. Да, я слышала об этом. Да, Мгм. то есть вот КГБ. он, значит, сыночек пошел туда, потом стал
соратником Шаймиева, да, то есть человек, который поддерживал суверенитет, потом раз стал путинистом. Вот как бы они все вот таким вот образом подстраиваются. Да, человек Мгм. бесспорно там талантливый, не тупой, но все равно вот эти вот перипетии и, значит, изгибы биографии политической этих людей, они вполне поражают. Шаймиев, там, остальные, они же все действительно были коммунисты до мозга костей, потом стали националистами, ну так, мягко говоря, потом стали демократами, сейчас опять там путинистами, Мгм. милитаристами в конце концов, да. Но все-таки вот так или иначе, есть же у нас прослойка достаточно умных людей, медийных людей. Почему ты, как ты считаешь, почему как бы в этническом плане вот татары такие с именем, ну, не могут объединиться? Или же вот процесс дезинтеграции этнический, он уже такой очень серьезный, не склеишь эти осколки? Объединиться в каком смысле ты имеешь в виду? В какое-то политическое образование Нет, не оппозиционное? обязательно, не обязательно. Условно говоря, и туса какая-то. Ну, вот мы там у кавказцев знаем, он достаточно Господи, такой у татар мобилизованный. сколько там, я не знаю, было какое-то бесконечное количество туз. Как только, есть же даже такая какая-то шутка-прибаутка, как только появляются там, я не знаю, 3 татарина собираются, они сразу начинают думать, как образовать Ну, какую-то партия. тусу. Очередной какой-то конгресс таких-то татар, там какое-то землячество таких-то татар. Вот даже в Европе, насколько я знаю, таких организаций несколько. И более того, они там еще между собой конкурируют, как-то, я не знаю, там враждуют, не враждуют, но могут какие-то отношения выяснять и так далее. Мне кажется, вот с этим у татар вообще проблем нет. Они очень страшно любят объединяться, создавать какие-то... вспомни штаб Ну, татар что? Москвы. Ну, не, Штаб. ну эти тогда уже с ума сошли, там кто-то мне позавчера прислал, Слушай, что ну они вот ты там вот деньги говоришь, они собирают с на ума исход. сошли, да, а вот они про кого-то там другого говорят, что, а вот там кто-то другой с ума сошел, понимаешь? И Айсина и каждая такая Курбангалиева сошли с ума. Да, вот сидят они вдвоем там, это, Яд-Сазлар, и, перемывают кости нам. И Мы тут продают занимаемся. родину Да, американцам. да-да, вот абсолютно. Вот с тем, чтобы объединяться в какие-то кружки литературные условно, у татар нет никаких проблем. Другое дело, что, ну, это все имеет какой-то, знаешь, такой очень, какую-то местечковую такую, окраску и масштаб. Мгм. Ну, то есть вот, ну, собираются они там, перетирают. Я не знаю, вот я сама была много раз на тусах татарских в Москве, когда жила, в доме Асадулаева. Вот, там, собирались дедушки татарские, которые там, московские татары. Генералы и так далее. Да, да-да. Господи, ну что, вот что-то они там обсуждали, какие-то проблемы там, типа вот, знаешь, из разряда, кто занимает такое-то там у нас помещение по вторникам? Давайте его оттуда выгоним. Сейчас там Да, должен быть вот такой-то, да. я Мы там, помню, у них кипиш был, да. Они там ну, в делились, общем, судились. да, вот дрязги вокруг этого здания самого, ну, я не знаю, там вот какие-то абсолютно местечковые проблемы. Ты знаешь, что татары очень любят у нас петь и танцевать под гармошку. Ну, без Вот, этого это самое татарин тоже не главное. татарин. В общем, главное, чтобы были какие-нибудь концерты периодически. Э, Вот. Все с радостью, поют "Туган-Тель", встают при этом, потом смотрят выступление, государственного ансамбля песни и пляски Республики Татарстан, еще что-нибудь Обязательно. такое там, ансамбля "Ля Примавера". Вот. На этом все. Полпредства Татарстана потом отчитывается о том, что, значит, в Казани, о том, что оно провело вот такую-то работу. Но я тебе хочу сказать, что я на самом деле нашему полпредству, кстати, очень благодарна московскому, потому что в свое время Равиль Калимулович, каких бы он идеологических там взглядов политических не придерживался, он как раз собрал всех московских татар под свое крыло, объединил их. Он помогал мне и моему мужу ушедшему делать, допустим, презентации документальных фильмов и вообще помогал с организацией съемок. Поэтому вот тебе яркий пример того, как татар объединили. Вот их реально объединили, татар, живущих в Москве. Это объединение строилось по принципу либо ты этнический татарин, либо ты человек, родившийся в Татарстане. И он создал несколько клубов, там клуб журналистов, клуб медиков был, клуб военных. Я думаю, что и сейчас все это есть, клуб учителей и так далее. Были какие-то большие обширные тусы, где собирались все вместе.
Вот, и это было достаточно все полезно на самом деле, потому что все общались зачастую на родном языке. Опять-таки, если ты там с собой ребенка постоянно берешь, а это 100%, да, там он слушает музыку, речь родную и так далее, все равно в него входит вот то, что вот эта вот культура, которую ты дома ему дать, к Мгм. сожалению, не можешь зачастую. Вот, ну, а понимаешь, ну, хорошо, да, с той точки зрения, с точки зрения каких-то, знаешь, знакомств, сохранения связей, сохранения себя там как, представителя определенной национальности. Всё это было очень полезно. Но это не, конечно же, никаким образом не могло вылиться в нечто большее, в какое-то политическое объединение, там, с какой-то политической повесткой, с какими-то требованиями. Ну, это было абсолютно уже нереально. Это были, десятые годы, начало десятых годов, и уже тогда это было невозможно. А чего уж тут говорить про сегодняшние дни. Соглашусь с тобой, потому что в этих движухах я тоже участвовал, но я старался как бы чуть в стороне стоять от официоза, потому что от официоза меня Мгм. очень сильно воротило, скажу честно. И у меня там были конфликты на этой почве. Я понимаю, что они выполняли свою работу. Равил Каримович человек действительно неплохой. Ну, он бывший мент. Раиль Он, Калимович, да, он силовик бывший, прекрасный человек. да, он работал вот по тому нарративу, по которому он воспитан, по которому он образован. Чего-то больше от Мгм. него ожидать было невозможно. Вот предыдущий был, а, как его звали-то предыдущий, Мириханов. Мгм. Вот был интеллектуал, он писал книги, статьи там по истории татар, какие-то стратегии он разрабатывал. Я был свидетелем одного диалога с ним. Это был 17-й год, Всемирный конгресс татар, значит, это уже после пленарки там, корстами сидели, медальки там, знаешь, раздавал Миниханов, Шаймиев там всем. И, кстати говоря, тогда, вот интересный момент, потом к этому перейду. Значит, я тогда работал в Конгресс, меня опять позвали в Всемирный конгресс татар, и я как бы возглавлял информационно-аналитические управления. Мгм. И говорю девчонкам, значит, надо вот набрать вот из Голландии, там еще какие-нибудь там, знаешь, такие вот из ЮАР какие-нибудь такие татары, с ними сделать интервью, как бы, ну, сама понимаешь, объяснять Мгм. нечего, ты журналист. И я смотрю значит, где-то на втором ряду сидит такой колоритный мужик, какая-то черная форма, весь такой крупный, какой-то папахи. Я говорю, слушайте, вот интересный колоритный мужик, наверняка какой-нибудь там, откуда-нибудь из Монголии. Они подошли ко мне, потом приходят в шоке, говорят, Руслан, это трэш просто. Я говорю, что? Он говорит, во-первых, бухой, он с Донбасса, и он Ага. сказал, мы тут за Донбасс, короче, у него говорит, ордена там, значит, Донбасс, туда-сюда. Ну, вот 17-й год, 17 нет, Мгм. 17 нет, 12-й, вру, 12-й, это 12-й год. 12-й М. год. Ну и, значит, естественно, с ним ничего не сделали. Он потом долго возмущался, что к нему подошли, но при этом интервью не взяли. А он там, значит, от укрофашистов, значит, защищает. Ну вот это уже тогда такая риторика. И потом, значит, там сидел Мириханов, и к нему подошел Шаймиев. И вот они с ним разговаривают, и тот ему по-татарски говорит, ну, наша халяк туда-сюда. Он говорит, да, все, ребят, Митин Шарипович, все есть там. Ахшабар, дети устроены, вот внуки, тудам-сюдам. Он говорит, ну а что тогда? Все у тебя нормально. Ну как, говорит, вот должности не хватает, хотя бы маленькой, говорит. Вот он Мгм. Шаймиеву говорит, ну хотя бы вот, ну что-нибудь, чтобы вот в кабинете было. То есть меня это поразило в том смысле, что эти люди уже не могут выскочить из системы, потому что для них это прям смерти подобно. Поэтому, помню, еще Шаймиев сидел, и весь кривой сидит наш Фарид Мухаммедшин. У него же искривление Слушай, ну вот позвоночника, как Фарид сколиоз. Хайруллович, он же тоже Вот на прекрасный то. человек, очень порядочный, честный. Я с ним лично общалась. Я помню, что Да. мы даже к его юбилею делали документальный фильм. И он на меня произвел самое положительное впечатление. Я ничего про него плохого не могу сказать. И да, я понимаю, что он заложник этой системы, мне его очень жаль. Что вот он уже такой, будучи глубоко больным человеком, вынужден выполнять свои обязанности председателя Госсовета. Его не отпускают, я так понимаю. Просто не отпускают. Вот он нужен на Да, своем месте. ты Очень знаешь, жаль. как было даже? Это был 10-й год,
Мгм. 10-й год. И, значит, Всемирный форум татарской молодежи. Я тогда был председателем. И как бы шел как бы на второй срок, как говорится. Конституцию не меняли, но как бы там не было. И на сайте мы вывесили, у меня была такая работа, ну, как бы катехизис. Катехизис татарина. Не катехизис татарина назывался. Катехизис татарина? Сейчас скажу, кодекс. Кодекс татарина. Потому что Мгм. чем татарның яшәүнәмәсе. Вот так она называлась. Там как бы перечисления. В свое время Достоевский сделал кодекс русского человека. Она была у Мгм. Туфановой Минулина. И, значит, мы вывесили на сайт, там, по-моему, 25 пунктов. И, если помнишь, была такая деятельница Яна Мелина. Она Мгм. работала в Регнуме, в РИСИ, Российском институте стратегических исследований, который возглавлял Решетников, генерал-майор КГБ в отставке. Он, Раис Сулейманов, ну, ты, наверное, не помнишь эти уже фамилии, они вот занимались раскачкой ситуации внутри Татарстана, говорили, что в Татарстане ваххабиты, там 7 тысяч ваххабитов. Ну, Раиса Сулейманову я себе представляю. Он любил там Вот. еще ходить по федеральным каналам вот с этой Ну, в повесткой. красной рубашке он весь такой. А была его подружка Яна Мельна, я хорошо знаю. Она Мгм. потом получила медаль от Эдуарда Какой-ты, вот этого сепаратиста из якобы Абхазии? Осетии. Не, Осетии. Тогда Осетия. президентом Осетии был. Мгм. Ну так вот, их задача была от КГБ, в общем, раскачивать там татарский, вот эту вот всю тему они начинали. И она Мгм. сделала интервью сначала с Рафаэлем Хакимовым, потом вышел скандал, помнишь, его уволили, Шаймиев его уволил. Потому Мгм. что Яна Амельна его спросила, вот тут, сказать правду, она чуть был выпивший. И она его подловила, он начал хорохориться, а она говорит, вы как бы вот, как хотите защищать суверенитет Татарстана? Он говорит, да я вот любыми методами, с калашом, да, и с калашом выйду там. Ну и все там вышло, естественно, Москва Мгм. запротестовала, Шаймиев его позвал к себе, сказал, тут такой кипиш, в общем, ты теперь не можешь быть моим советником, он остался директором института истории. Дальше она взяла интервью у моего знакомого, бывшего муфтия Осетии Али Хаджи Евтеев. Потом он уехал Мгм. в Турцию. Вот Алиф ТВ он открыл канал. Он тоже сделал интервью, и он там что-то тоже сказал. В общем, на него я наехал ФСБ, он вынужден был уехать. Она пришла ко мне и сделала интервью. Это интервью потом вышло в «Звезде Поволжья». Помнишь, была такая газета Помню, конечно, «Звезда Рашид Поволжья». Ахметов. Да, Рашид Ахметов Да, Рашид издавал. Ахметов выпускал. Да. И она меня крутила, и так, и сяк. Я как уж на Тефале, так сказать, крутился, вывернулся. Ну, короче, она потом второй очередью написала статью о том, что вот, значит, татарская молодежь требует там какой-то независимости, и зацепил за этот кодекс, где были слова Гёте, или кто-то заслуживает свободы, кто каждый день идет за ним в бой. Я к чему это говорю? И меня, значит, позвал Минихан, в смысле, Мухаммедшин. Я пришел, Мгм. со мной был председатель Конгресса татар, Всемирный конгресс татар, Ренат Закиров, тогда тоже депутат. И он говорит, Руслан, слушай, тут такое дело, короче, из МИДа, из КГБ, там, из со всех мест пришли вот эти бумажки на тебя. Ну и показывают там, то, все, экстремист, ваххабист, требует там. Тут, говорит, серьезное мероприятие же международное. Плюс ко всему-то крымских татар позвал, короче, все взбеленились, туда-сюда, надо что-то как бы сделать. И Закиров говорит, да, вот это его ошибка. Я говорю, да, почему это моя ошибка? Я не отказываюсь, написал. И Мухаммедшин говорит, слушай, ну нам нужны же такие люди, как Руслан. Ну если бы сидел какой-то комсомолец там, да, который бы там подстроился туда-сюда. Молодец, говорит Руслан. Ты, говорит, знаешь что, ты завтра, говорит, пленарное заседание, он должен был Мгм. прийти, соответственно. Ты мне вышли свой доклад, я посмотрю. Просто как бы взглянул и телефончик Мгм. не черкнул. Я ему отправил, естественно, какой-то левый докладик. Просто там написал, отправил, читал, не читал, не знаю. Ну, я выступил совсем с другим докладом. Вот в этом смысле тогда да, вот человек сказал, что мы как бы отстоим и наши позиции, нашего человека, все остальное. Но, понимаешь, сейчас-то как бы его жалко, потому как человек он хороший, а как функция, вот он как функция никуда уже не годится.
Ну, я с тобой соглашусь. Но да, конечно, я, собственно, ту же мысль хотела провести. Я надеюсь, я была понята. Но так как я, понимаешь, мне очень тяжело, конечно, тут комментировать, потому что я в том-то и дело, что это моя такая слабое место в том, что и Равиль Калимулча, и Фарид Хайрулча я знаю лично, именно как людей. Да. И мне трудно вот их отделять их личные качества от их работы. Я понимаю, что они и тот, и другой выполняют функцию, но мне сложно критиковать их. Вот смотри, есть такая проблема. Вот поколение этих людей, ну, у них есть, ну, это люди из деревень, как правило, ну, Мухаммед же хоть и не из деревни, но все равно, да, люди вот как бы связаны, вот как бы с татарским этносом, ну, как-то у них какие-то все равно принципы есть. А вот молодая поросль, уже молодое поколение, оно Мгм. резко отлично, потому что это более циничные люди. Ну вот как я считаю, как я видел этих людей, это абсолютно вот именно функции бюрократы. Ну, даже скажу такой момент, что с нами там ходил один парень тоже в форуме, а потом он стал большим чиновником. Большим чиновником, и как-то вот тоже на каком-то мероприятии конгрессском в Корстене он меня увидел, говорит: Руслан, что как дурак ходишь с этими общественниками? Я говорю: ну как, ты же сам недавно ходил? Да, и говорит: это Мгм. идиотизм, надо деньги делать, надо деньги делать. И я понял, что как бы вот этот человек, он еще страшнее, чем вот эти вот его старшие товарищи. Ну, потому что он чисто вот нацелен на ну, какие-то беспринципные вещи. И теперь вот проблема в том, что о чем многие в Татарстане и татары как бы думают, да, напрягают голову, а вот уйдет, например, Миниханов, поставит какого-нибудь, ну там, ну даже условного Хайрулина. Ведь Хайрулин, как бы вот с точки зрения привязки к почве, он ну, хуже человек, скажем так. А Хайрулин это кто? Ну, Хайрулин вице-премьер федерального правительства. Ирик Хайрулин, Хайрулин. нет, нет, Хайрулин же он, да, который Подожди, курирует нет. строительство в правительстве. А, который был министром строительства у нас, а Марат, потом, Марат Хайрулин да, же. Марат. Марат Он Хайрулин. Хуснуллин, он А, Хуснуллин, Хуснуллин, извиняюсь, все, они да. перепутались. А Хайрулин, Вот. Ирик Хайрулин в Госдуме сидит, наш депутат много лет, А, татарстанский. ты имеешь в виду, это Ирик Гельмудинов есть. А, да, Гильмудинов. Не, это Гельмудинов, да. Гельмудинов Ирик это другой. Гильмудинов, да. Да, я с Хуснуллиным спутал, что ж такое. А Хуснуллин это наш, который был у нас министром строительства, Министр потом он уехал в правительства, да, да, Москву да. к Собянину, там у него работал, сейчас вице-премьер. Да. Ну и как бы есть, скажем, ну, опасения, не опасения, я просто выражаю определенное мнение, да, которое бытует о том, что вот меня Шаймиев передал бразды правления Миниханову, и помню, что эта шутка ходила, что он ему, там, анекдот известный, подарил автомобиль, но без руля. Ну, Минихан уже как мастер спорта по гонкам, по Мгм. гоночному спорту, и спрашивает Тимир Шарипович, а где руль? Он говорит: а руль-то зачем тебе? Он у меня будет. Ну, вот эти вот шутки Мгм. ходили. А, дескать, после-то Миниханова вот кто должен, кто придет? Ну, там, условно, Медшин, как я его называю, Котлетшин, или, дескать, Хуснулин. Но это люди уже такие более циничные, бесспорно, бесспорно более такие бесчеловечные, да, Мгм. чем вот эти вот предыдущие. Ну и, дескать, они вот сдадут все, что есть, там, остатки суверенитета, татарскости и всего остального. Ну, как бы вот есть такое общее заключение, общее беспокойство. Дескать, вот мы не Мгм. сможем отстоять там свои позиции. Ну, дескать, а кто смог там? Только Кадыров, но и то после смерти своего отца. Больше что в российских регионах нету примера преемничества вот такого типа. Слушай, ну Хотя, мне кажется, и Медшин, и Хуснуллин это еще не самые плохие варианты. Во-первых, это очень такие сильные управленцы, особенно мгм. Хуснуллин, который сделал блестящую совершенно карьеру.
и сейчас сидит очень высоко. И он, кстати, вот, между прочим, периодически принимал участие вот в тех самых татарских тусах, которые организовывал наше полпредство в Это Москве. То когда есть он, он, когда у Собянина еще работал, ты имеешь в виду? да, то есть он не чурался всего вот этого, и ну, как бы вот, я не могу сказать, что он как-то очень, наверное, близок был к народу, но тем не менее. Я не знаю, говорит ли он по-татарски. Медшин, по-моему, говорит по-татарски. Во всяком случае, Говорит, говорит, кстати. Да, Медшин говорит, да. Вот насчет Хуснуллина я не знаю. Мне почему-то кажется, что да. Хотя я думаю, что просто у него Не, он практики. говорит, я слышал лично, он же был на этих Да. мероприятиях Мне конгрессских, кажется, что говорит, не это очень далеко, хорошо. Да. далеко не самый худший вариант. Они прекрасные управленцы, показали это за долгие годы работы на госслужбе. Вот. При этом оба татарина, им не чуждо явно там ничто национальное. То есть это, я бы сказала, что это свои люди, это такие были бы еще неплохие кандидатуры. Вот был бы какой-нибудь совсем, наверное, кошмарный вариант, если бы прислали, я не знаю, там какого-нибудь условного, я не знаю, там Сергея Иванова из какой-нибудь, ну, я не знаю, Да, просто Ради московского чиновника. Хабирова. Типа того, да, который к республике не имеет никакого отношения, там, не знает татарского языка, не знает специфики этой республики, не знает менталитета, вообще ничего не знает о Татарстане, и, ну, совершенно вот как пришелец. И такое тоже может быть, понимаешь? Вот такой вариант, это была бы, наверное, действительно была бы катастрофа. Но мне кажется, что Татарстан слишком сложный и значимый для Путина регион, чтобы он смог играть с ним вот в такие игры. Я думаю, он все-таки... Вот, наверное, знаешь, если даже из двух выбирать, если бы он выбрал Хуснуллина, мне кажется, это был бы норм вариант на самом деле. Но при этом, скорее всего, этот человек уже будет, ну, больше, наверное, подотчетен, как я полагаю, Москве, потому что у него же своего клана нет. У Минниханова, у Шаймиева был свой клан, есть свой клан, на Почему? У который Хуснуллина есть своя команда. Я есть. знаю, что он многих в Москву перевез из Казани. Вот тех людей, с которыми он работал еще в Казани, он их туда притащил. Мгм. Но это вообще для России абсолютно нормальное такое обычное явление. То есть приходит новый начальник, он с собой приводит своих людей. Я думаю, что у него, конечно же, есть команда, иначе бы он вообще, в принципе, не достиг бы таких высот, не удержался бы на своем месте. Он умеет наверняка окружать себя нужными людьми, знает там, как найти к каждому подход и так далее. Все, понимаешь, все вот эти вот сильные управленцы, вот эти вот так называемые эффективные менеджеры, они, у них за ними, у них у каждого есть обязательно команда. Они знают, Мгм. вот как людей около себя держать. И это нормально. Но при этом, как бы, да, Татарстан-то, в общем, славился и славится до сих пор, то, что он умеет как бы устраивать, лоббировать, своих людей везде просовывать. Ну, сейчас как бы этим Кадыров активно занимается, да. Татары вообще это умеют хорошо делать, своих людей Да-да, везде просовывать. нет, это правда. Кадыров как бы тоже начал этим заниматься, но он, как бы, как видим, идет таким силовым ресурсом. Наши как бы, у наших силового такого нет, поэтому они стараются как бы совсем по-другому действовать. Но при этом, как сказать, ты знаешь, так или иначе, вот эти вот люди, которые во власти, я имею в виду вот эти вот призывы там Шаймиевского-Минихановского, ведь они мыслят каким образом? Ну, дескать, вот все, что у нас есть, оно в том числе связано с тем, что мы поддерживали некий статус, да, некую как бы вот особенность, особость. И теперь, если как бы все разгромят, Татарстан разрушат, то, скорее всего, и это, и наш раздербанят, потому что, ну, елки-палки, там 4 официальных миллиардеров из Татарстана: Шаймиев, Айрат, Радик, Сультеев и Шахабудинов. Шахабудинов. У меня вообще что-то сегодня с фамилиями, да? Ну, короче, бывший глава Таифа тоже. Нет, Татнефть. 4 Мгм. миллиардера, да? А мы Мгм. прекрасно понимаем, что их так или иначе прикрывают Шаймиев, Миниханов. А вот прикрывать-то не буду. Это же представь, какой лакомый кусочек. То есть в России денег все меньше и меньше. Всю эту ораву там силовиков и прочих дебилов надо кормить. Откуда брать деньги? Ну вот, как бы Татарстан. И Татнефть вообще единственный нефтяной, ну нет, не консорциум, наверное, компания нефтяная,
которая является региональной. Она ни «Газпромнефти» не принадлежит, ни «Роснефти», ни там «Сибнефти» там, или кому там еще, да. То есть это вот единственное, по сути говоря. И сейчас, как бы, если уходит условно Минниханов, то, дескать, и это будут дербанить, и тогда прощай, и так далее, и тому подобное. Мы же все прекрасно понимаем, что так или иначе успехи Татарстана тоже во многом зависимы были от нефти, от нефтепродуктов и всего остального. То есть экономический базис суверенитета отбрасывать ни в коем случае нельзя. Ну, вот я, например, общался, ну и ты, по-моему, я не помню, общалась, не общалась, брала интервью с калмыками, ребятами, да, вот они рассказывали, калмыки, по-моему, там предпоследнее место занимают по уровню жизни. Теперь простому населению-то объясни, что вот как бы нам нужна независимость там, да. Он скажет, да, зачем она мне нужна, мне прям прокормиться и все остальное. Ему не до этого. А в Татарстане как бы все равно уже какая-то подоплека существует, что мы могли бы жить лучше, мы могли жить как в Катаре, как в Кувейте. В 90-х годах же, вспомнишь, были такие расчеты там, публикации были, вот мы там, если не платили Москве, лучше, чем в Кувейте жили и так далее и тому подобное. То есть, в принципе, простых людей же надо чем-то мотивировать. То есть, ну, просто так вот, условно говоря, нам нужен суверенитет. Почему? Ну, потому что вот, чтобы был язык, ну, это же все за этим не пойдут, мы прекрасно понимаем. А когда ты ему скажешь, что он будет не в пятерочку ходить, а в магазин Бехетле и ни копейки считать, а как бы, выбирать со всех полок все, что он хочет, наверное, что-то у него может заграть. Или вот я ошибаюсь. Вот, коллективная психология, как она, на твой взгляд, у Руслан, татар а повтори устроена? вопрос, повтори, пожалуйста, что ты хотел спросить? Я говорю, вот может действительно людям начать объяснять, что суверенитет принесет им благосостояние. Вот, и русским, и татарам, которые в Татарстане проживают, да? Потому что если бы не Москва, которая доит до сих пор, мы бы жили реально как Кувейт или как Катар. Ну, не как Эмираты, наверное, но не хуже, чем Кувейт точно. Ты имеешь в виду вести какую-то просветительскую работу в плане того, что объяснять преимущества независимости, да? Ну да, вот, как сказать, мы делаем ведь в основном ставку, объясняем людям какие-то такие вот идеологические вещи. Для человека идеологизирован, они понятны. То есть, Мгм. ну, зачем объяснять человеку, который и так стоит на твоих позициях, что его переубеждать? А вот Ну, есть понятно. А у колеблющееся того, который не большинство. стоит на твоих позициях, это вызывает только отторжение, скорее всего. Это да, ну, говорю, опять там вышел Асин, радикал, там лысый, он достал Мгм. уже там туда-сюда, вот, Да-да-да. пишет часто, да. Мгм. А здесь мы можем сказать, ну, дорогие друзья, мы же как бы вот не только идеалисты, мы люди, которые прекрасно, не, может, не прекрасно понимающие, но разбирающиеся, что как, из чего состоит. Ну, вот Татарстан, например, та СССР, до 90-го года 98% всех ресурсов отдавал Москве. Но вот по какому такому фигу он это делал. А как только суверенитет случился, 70% оставляли себе, 30% Москве. И тут же как бы раз экономическое чудо. Да, понятно, все Мгм. работали, старались, но все равно из-за того, что мы стали меньше давать Москве, помнишь, Минниханов уже в 17 или 16 году выступал в Москве там на Кудринском форуме, он же сказал, ну, что за дела, там, бюджетный федерализм, лясим-тасим. Чем мы больше Мгм. работаем, чем мы, понимаешь ли, больше отдаем Москве, нам невыгодно работать, он сказал. Сказал простую истину. Что после этого случилось? Татфонбанк обвалили, татарские запретили это сразу, договор федеративный не продлили. Ну, я, конечно, не конспиролог вот в этом смысле, что только из-за этого сделали, из-за того, что он там сказал. Но сам факт того, что была какая-то критическая точка, вот прямо это вот 16-17 год, критическая точка, после которой надломились. Ну, вот Татарстан надломился точно, так достаточно масштабно. И мы увидели, что, в общем-то, ну, люди, да, там вышли в защиту языка, но это все равно было, честно тебе скажу, не так масштабно, как хотелось бы. А вот если бы вышли там за сливочное масло и за пенсии,
и за все, и за зарплаты, и за бесплатный проезд в казанском метро, тогда бы, может быть, ну, если помнишь, в конце 80-х годов татарское национальное движение было в тени экологического движения в Татарстане, когда выступали против строительства АЭС в Камских полях. Я помню. Да. То есть это был сегмент, потом вышли оттуда и как бы нарастились. И Рашид Ахметов, кстати, они все там были вот в этом экологическом движении. То есть там объединили и русских, и грузин, и все, кто вот проживает. Какая-то общая проблема людей объединила. Я это к чему говорю? Понятно, что сейчас там тяжело в Татарстане говорить там про антивойну. Как бы, ну, это просто физически опасно, да? Но говорить об уровне благосостояния, что если бы мы имели другой статус, то мы бы и жили по-другому, и все остальное. То есть ты считаешь, что это не опасно, да, сейчас в Татарстане проводить вот такую вот пропаганду суверенитета и независимости? Нет, это опасно. Я имею в виду, что вот те люди, ну, условно говоря, как мы, говорящие головы, это я пытаюсь, ну ты может, имеешь себя, в виду, пытаюсь да, себя людей. корректировать даже, да, Я поняла. может быть, стоит как бы, вот, понимаешь, как говорил Ельцин, эту загогулину, понимаешь, завернуть и зайти с другого. Вот ты много же общаешься, я смотрю, там всякие экономисты, липшицы и прочие люди, да, как бы они так хорошо же объясняют. Вот так и Слушай, так. ну смотри, я вообще за профессиональный подход в любом деле. И я Так. считаю, что если, допустим, мы беремся объяснять населению Татарстана, что вот, допустим, независимая форма существования вне Российской Федерации выгоднее, чем зависимая, да, в составе ее, то для этого должна, я не знаю, там команда сильных экономистов, профессиональных поработать и действительно прийти к такому выводу, что вот отделившись и приобретя там реальную какую-то вот самостоятельность, Татарстан действительно будет оставлять себе, станет богаче. Вот уровень жизни населения поднимется и так далее. Вот я против таких каких-то, знаешь, вот огульных общих фраз, что типа давайте вот отделимся, и вот мы сразу все прекрасно заживем. Вот пусть какие-то умные, знающие люди, грубо говоря, да, с экономическим, серьезным очень бэкграундом докажут сначала и посчитают, что это действительно так. Если действительно мы понимаем, что независимая форма существования, какие-то прямые экономические связи с зарубежными странами явно будут выгоднее Татарстану, чем вот то, как он живет сейчас, постоянно отпрашиваясь у Москвы там, и спрашивая ее благословение на тот или иной контакт, на ту или иную поездку, на тот или иной договор и так далее. Если это действительно так, тогда это имеет смысл. Но, понимаешь, меня немножко пугают, и так, честно говоря, даже не то, что пугают, иногда смешат, иногда раздражают вот какие-то совершенно такие вот ничем не подтвержденные высказывания типа вот давайте вот мы все отделимся, развалимся, и все станут лучше жить. А может быть, допустим, Татарстану будет как раз выгоднее экономически существовать, допустим, в рамках, опять-таки, какой-то конфедерации, да, там, по примеру Соединенных Штатов Америки. Я не знаю, возможно ли вообще, в принципе, построение такой структуры на месте того, что сейчас в России существует вот в данный момент. Но здесь, мне кажется, надо очень хорошо изучить сначала этот Ну, вопрос. смотри, я с тобой согласен, но ведь экономические связи никуда не деваются. Что я имею в виду? Люди как торговали, так и будут торговать. Нефть как шла, там, скорее всего, так и будет идти она. То есть вот Ну, то есть экономические ты имеешь в виду, связи Татарстан будет просто себе оставлять больше денег? будет Вот оставлять себе больше денег. Ну вот смотри, опять Якутия, да, ну богатейший регион, елки-палки, алмазы. Население 1 миллион, меньше, чем в Казани. До сих пор в столицу Якутск нету дороги. То есть это зимник только. То есть зимой ты можешь туда проникнуть, а, соответственно, в остальное время года самолетами. Поэтому продукты там, если ты знаешь, там, помидоры по 1500 рублей стоят и так далее. Соответственно, люди не получают какие-то витамины, они болеют, ну и там, понятно, да, целая цепочка всяких продуктов. Для них, я понимаю, там, куда там выделиться и так далее. Но если они получат особый статус, даже вот в рамках того, что они отправляют алмазы, еще что-то, ну уж этот 1 миллион прокормить, ну или помнишь, как это было на Чукотке,
когда чуть-чуть туда денег залил типа Абрамович, ну типа своих, да, Мгм. типа, не своих, понятно. Чуть-чуть залил, 40 тысяч населения, 40 тысяч. И Мгм. сразу как бы там дома, то есть, ну, я посмотрел, кто-то делал, «The Люди» такой проект есть, «The Люди», и он вот делает по таким всяким местам. Мгм. По-моему, он делал квартиры там, в Анадыре там, значит, 7-10 миллионов рублей. Ну куда? Ну, даже они с северными деньгами не могут это купить, но это нереально. То есть и эти люди загнаны, ну и у нас так то же самое. То есть тот же, кстати, Мухаммедшин говорил на каком-то, я не помню, мероприятии, на котором я был, он говорил, что мы вынуждены были спрашивать у Москвы разрешение на строительство ДК в каком-то там, в Альметьевске, он про себя говорил, он с Альметьевска, да, я вынужден был спрашивать вот этого разрешения. Ну, сейчас примерно то же самое, вот что Миниханов возмущался по поводу уничтожения муниципального уровня. По сути говоря, отсекают, то есть депутаты там избирались, да, поселковые и так далее, которые с людьми работали, их уничтожают и тем самым уничтожают село, потому что они занимались проблемами села. Для Татарстана село – это база, ну и для татарского народа – это база. Все, уничтожает село, а нахер оно нужно? Там Кудрин же сказал, а нафиг это нужно, там сейчас мы агломерации создадим, и все, будем выкачивать, там они, ну, якобы подсчитали, что в принципе содержать вот это вот российское государство, ну, хватает там 70 миллионов человек, 50-70. Ну, чтобы ты на Мгм. на нефтяных вышках работал там, дороги чистил. Вот этого хватает. А остальные же, они лишние люди. Помнишь, как у Достоевского? Лишние люди. А тем более нацмены, не русские, там, не Русь всякая там. То все. Ну, помнишь вот эти вот цифры, да, выкладки, я не помню, кто делал, там, Медуза, не Медуза, подсчитали, что именно вот в первые там месяцы войны там буряты, тувинцы, татары, значит, чеченцы и так далее отправлялись в первую очередь, и они понесли наибольшие потери, народы. Мгм. Потому что, как бы, условно говоря, 1000 человек для небольшого народа – это уже катастрофа. Но Путин это сознательно делал, он отправлял, чтобы впоследствии, когда это все будет разваливаться, эти люди не имели никакого кадрового потенциала. Ну или, как говорят в политологии, потестарности, силы, мощи, да, то есть уже не будет. Но кто соберет там на площадях людей? Все равно же нужны будут крепкие ребята, так или иначе. Ну, не только же шариками там, как это любят наши либералы делать. Нужны будут, как бы мы понимаем, жесткие условия будут так или иначе. Кстати говоря, я хотел тебя спросить, а как вот ты же общаешься достаточно, ну, больше меня, по крайней мере, с представителями российского либерального, ну, сообщества. Вот как они относятся к национальному вопросу, к Они его Татарстану в том стараются числе? избегать, они никак к нему не относятся. Просто стараются не трогать эту тему. То есть, ну, во всяком случае, Руслан, есть прогресс в том, что они понимают, что это действительно для многих, представителей коренных народов это болезненный вопрос, Мгм. очень острый, и они, во всяком случае, там не позволяют себе никаких, уже, ну, я не знаю, там шовинистических высказываний, каких-то таких москвоцентричных очень, да. Мгм. Вот, там типа сидите и помалкивайте. Но они просто стараются избегать этой темы, этого вопроса. То есть просто не трогать, типа это не наше, ну там не наша повестка. Вот, ну и на этом им спасибо, что хотя бы вот ушел вот этот Ну, это такой. вот, получается, почти за 3 года войны. Это, Я думаю, что это эта же война, кстати, следствие этого. да, это я думаю, что она здорово, конечно, на это повлияла, потому что, в принципе, ты же понимаешь, что борьба за свое сохранение многих коренных народов России, она очень напоминает вот ту борьбу, которую ведут украинцы за Ну, сохранение своей конечно, культуры, своего языка, конечно, своей идентичности. да. Вот, и поэтому я думаю, что да, я думаю, что наши вот либералы, они на примере украинцев как раз поняли нечто о нас с тобой, там, или о каких-то еще так называемых нацменах. Вот, поэтому я думаю, что какой-то переворот в сознании у них произошел. С ними, во всяком случае, понимаешь, уже можно разговаривать на эту тему при желании. Если вот тут у них возникнет такое желание, они там не будут говорить, что вы сепаратисты, националисты. Вот таких вот, мне кажется, уже не звучит каких-то. Слушай, а вот, скажи, пожалуйста, у меня такое впечатление, ощущение, что вот тема хорошего русского, хороший русский, там, паспорт хорошего русского,
Она тоже из повестки ушла? Или я просто в другом информационном пузыре нахожусь? Ну, мне кажется, она просто себя исчерпала уже. Уже, понимаешь, над этим понятием все уже отстебались, уже все отшутились. Ну, сколько можно там? Все поняли, там, все поржали, там, я не знаю, там, может быть, кто-то поплакал. Ну, Ну, а ты естественно. как вот к этой идее как относилась? Серьезно или так же стёбно? Или как бы Слушай, ну, в тот момент, нейтрально? когда это же Каспаров предложил, по-моему, выдавать эти паспорта, да, на Ну, очередном да, форуме. по-моему, да, на Ну, форуме этих кто-то, ЛГБТ. по-моему, это он все-таки, да? Слушай, ну я понимаю, что он в тот момент имел в виду, вполне се то есть я понимаю, что он хотел сказать. Другое дело, что эта фраза, она превратилась, ну, в такой, в Ну мем. да, мем, да. Да, да, то есть он, сам того не желая, просто вот нам бросил всем такую вот, сладкую кость, чтобы ее все глодали там и ржали над этим. Вот, я знаю, что украинцы очень любят, издеваться над этим Издеваться, да. выражением, да, потому что для них оно олицетворяет вот всех нас, вот этих вот самых русских, которые не выходят, в отличие от украинцев, на протесты, не устраивают майданы, там не способны сами решать свою судьбу. Вот. Ну, Ну, как я никак к этому не отношусь. Если меня украинцы называют хорошей русской, там, например, я вообще, мне пофиг на это. То есть я никак на это не реагирую. Я понимаю, что у них своя огромная травма, огромная боль. Они, наверное, имеют на это право. Я просто не буду на это никак обращать внимание. Сама, ну, я могу посмеяться там над своей же тусовкой, да, может, употребив такое выражение в шутку. Но вот так, чтобы там над кем-то издеваться, вот так прицельно и всерьез, там, навешивая такие ярлыки, там, ты хороший русский, я, наверное, не буду так себя вести. ну, Не знаю, все-таки вот, понятно я? ну, Или нет? да, да, не, мне понятно. Та ситуация, в которой Ты же оказался понимаешь, Руслан, ты понимаешь, что мы вот, допустим, с тобой для тех же самых украинцев, вот и ты, и я, да, мы с тобой оба хорошие русские для них. Вот им плевать на это, вот то, что мы татары, не татары, вот что у Ты тебя знаешь, там. в том году поехал в Украину, в Киев на конференцию меня позвали. Мгм, С большими приключениями, как ты понимаешь, с красным паспортом, ну, это все. И мгм, там я с трудом через Молдову, мне там поставили депорт, там, в общем, я пробрался как-то. И уже когда пересекал украинскую границу, значит, женщина, которая сидит на пограничном контроле, мне посмотрит и говорит: "Ты что, серьезно?" Мне говорит. Я говорю: "Что серьезно?" "Вот с этим паспортом вы собрались пересекать?" Я говорю: "А в чем сложность? Я родился там, где я родился. Я не выбирал, где я родился. Я татарин, как бы, я гражданин Татарстана, паспорт с вкладышем Татарстана" и так далее. Я говорю: "В чем претензия? Как бы ваше правительство меня позвало на конференцию". Там долгие разбирательства были. То есть, ну, это как бы базовые вещи. Я понимаю, что эмоционально оно как бы звучит понятно, да. Ты с этим паспортом, ты как бы несешь коллективную ответственность. Но то, что так уж не стал и распинываться, объяснять, что как бы всю жизнь, 25 лет нахожусь в оппозиции Путину и так далее и тому подобное, и все остальное, это как бы, наверное, не нужно было. Но я понял, что вот этот вот элемент, как, по-моему, Пайп сказал, что география это судьба. Вот география это судьба. Он имел в виду вот про Россию, да, про совок. Ну, как бы географически, мгм, например, Татарстан, вот тот Татарстан, который вот в этих границах существует, это судьба. Ему тяжело, потому, ну, куда ты денешься? Вот ты прям в сердцевине всего этого находишься, да, мгм, и ты вынужден как бы действовать в тех условиях, в которых ты живешь. И я мгм, прекрасно понимаю, когда ты как бы вот где-то там находишься, тебе легче, да и нам, наверное, легче там критиковать Татарстан, понятно. Не то, что легче, мы можем это делать. Но люди ведь очень многих аспектов не понимают. И вот я приведу простой пример. Очень многие люди говорят: вот вы СС там татарлар, там, языка многие не знают, то все, девушки у вас какие-то ходят не очень там соответствующие, да. Я говорю: слушайте, но мы в этих условиях живем 500 лет. Татары проживают от Дальнего Востока до Польши, Литвы, там, Липка татарлар, да. И при этом как бы все мечети, которые есть на этом пространстве, открывали татары, медресе, мектебы. Ну, а вы попробуйте в этих условиях сохранить язык. Вот попробуйте просто. Ну, потому что нет же школ сейчас никаких, уже давно нет. Учебников нет, ну и так далее. А когда об этом говорят небольшой там народ, но очень компактный, который там долгое время
как бы не видел этого, не ощущал давления, я понимаю, да, то есть с его точки зрения, как бы мы какие-то там очень мямли, как говорится, мямли. Мгм. Но, а если по-другому, например, взять то, что огромное, ну, вот то, что мы с тобой выясняли про твоих предков, да, которые вынуждены после взятия Казанского ханства уйти в сторону Башкортостана, да, чтобы Уйти в сторону Башкортостана — это смешно в XVI веке. Ну ну да, ладно. ну в ту степь, короче, Да. в сторону Урала, Мгм. да. Для чего? Для того, чтобы спасти себя, веру и так далее и тому подобное. Ну, это как бы вот такая трагедия была. И в этих Да. условиях все равно сохранялись. И поэтому я это к чему веду? Все-таки, если поднять вот это вот, вмонтировать эту идентичность и говорить, что нет, вот, ну, мы на самом деле не всегда такие были. И ты знаешь, в 1916 году, когда нашла 2 года, ну, уже на закате 2 лет, как сейчас, война Первая мировая в Европе, в Казани наши муфтии собрали митинг за царя, за отечество, долой немчину, там немцев там в их логово разгромим, то все, ну все, что как сейчас. М. Через 3-4 месяца эти же люди с флагами говорили, что царь подонок, тварь, антихрист, даджаль, туда-сюда, и выступили за суверенный там Идель Урал и все остальное. Вот, ну просто для меня, как для историка, это вещь очевидная, что у татар, для которых всегда открывалась маленькая форточка, возможно, в 1905 году до 1907 года, бах тебе и вышел Габдулла Тукай, вот эта вот вся плеяда, да. Мгм. Вот тебе 17-й год, ну, 2 года практически там. Тут же создали государство, то все там закончилось. Тут же вот 89-90 там несколько лет опять чуть-чуть там распрямили шею, ну, в смысле спину. Это всегда вот небольшая дистанция. Но сейчас-то, в принципе, у путинской системы внутренних ресурсов нет, как я вижу, переродиться. У нее даже человеческих ресурсов нет. Но если северокитайцы, северокитайцы, говорю, северокорейцы, елки-палки, идут умирать за Путина, ну все, значит, он конкретно исчерпался, этот, этот режим. Потому что ведь он сидит сколько? Он сидит больше Брежнева. Вот мы тут с Гелой, по-моему, с Гелой, что ли, в Асадзе обсуждали, я не помню с кем. Он же тоже учился в Казанском университете, на историческом, М. если ты не знала. У него диссертация по истории татарского народа. Ничего себе, как Да, да, интересно. он всех вот, ну, то есть я тоже там учился, Мгм. всех Грузин, наших да, аксакалов написал? татарских, да. Но он Да. в Мгм. Казани жил. И мы с ним посчитали, что в принципе Путин сидит дольше Брежнева. Брежнева, вот эту вот всю плеяду, Брежнева. Черненко, Дольше да, Брежнева. Прежний, да, вот это вот Черненко, там, Андропова. Ну, все считали маразматиками, но Путин старше их, ты можешь представить? Вот все вот эти вот Путины, Патрушевы, они все старше вот этих вот старичков из Но он хорошо политбюро. выглядит. Ну, не, ну, медицина, все дела, и кровь русских мальчиков пьют, все это понятно. Но нет у тебя ощущения, что после этого она не сможет переродиться. Вот эта вот система, вот эта вот, я ее называю эрзац империи, то есть недоимперия уже, она не сможет заново перестроиться. Ну, смотри, вот как говорят знающие люди, эксперты, действительно, история не знает таких случаев, чтобы на месте империи была выстроена федерация. То есть вот либо федерация была построена с самого начала, Мгм. либо, как говорят политологи, либо империя просто распадается на вот те самые независимые государства. Хотя здесь интересно, и вот смотри, была же Священная Римская империя, потом она распалась на кучу вот этих вот немецких княжеств, лоскутное одеяло, а потом они опять все собрались. Но здесь сложно, это на самом деле противоречивый такой Ну, а момент. это, да, я извини, просто я тебе скажу, что эта империя не классическая. То есть был империум, император, вся власть была у князей, конунгов. То есть М. он просто Ну, то есть это номинальный тоже была был, федерация. Это, то есть Священная абсолютно, Римская империя это был Евросоюз Средневековья. абсолютно, Понятно. это классическая Понятно. федерация, да. Смотри, Руслан, но то, что этого никогда не было раньше, не значит, что этого не может быть первый раз. И не может быть создан какой-то уникальный прецедент.
То есть мы не можем сказать, что это невозможно, и это вот, ну, вот просто вот нет, нет и нет. То есть Россия уникальная страна. Ну, ну, каждая страна по-своему уникальна. Нет похожих одинаковых стран. У каждой своя судьба, свой путь какой-то. Я не знаю, что будет с Россией на самом деле. Вот, конечно, то, что сейчас делает Путин с ней, он же не только Украину насилует и мучает, он же Россию тоже издевается над ней. Он, на самом деле, конечно же, приближает этот конец. И, по сути, понимаешь, распад Российской империи, он идет уже больше века. Он начался еще вот с Октябрьской революции, когда она начала разваливаться, когда Ленин отпустил Польшу и Финляндию. И, по сути, вот это все такое, просто это очень, ну, понимаешь, в рамках мировой истории, да, это немного 1 век. Это там, знаешь, считанные какие-то мгновения. Нам кажется, что это там так не может быть, что это слишком какой-то длительный процесс. Но на самом деле этот развал идет уже давно. И, может быть, мы просто находимся в процессе этого развала, и он действительно дойдет до своего логического завершения. Все развалится, все, я не знаю, там каким-то образом кто-то обретет независимость. Да, кто-то, может быть, с кем-то объединиться и так далее. Что касается, кстати, вот экономического момента, о котором мы с тобой говорили ранее, да, ты говоришь, что вот Татарстан сможет все деньги оставлять себе, допустим, да, и таким образом разбогатеет. С одной стороны, да, с другой стороны, мы знаем, что все вот такие вот исторические процессы, связанные со всякими развалами, расхождениями и так далее, они всегда сопровождаются какими-то экономическими неурядицами, как правило. Ну, я не буду говорить разрухой, да, но в любом случае там несколько лет бывают очень тяжелыми с точки зрения экономики для населения вот этих вот самых вот новообразованных государств. И то есть если население Татарстана готово перетерпеть в какой-то момент, надо спрашивать об этом у народа Татарстана. Вот должен быть референдум свободный и честный, на котором народ Татарстана должен решить свою судьбу. То есть ты считаешь, что вот сразу можно провести референдум, а я боюсь, что это большое... Нет, я тебе говорю чисто теоретически и абстрактно. Я тебе говорю чисто теоретически и абстрактно. По поводу твоих, ну вот смотри, тем не менее прецедент же такой был, а ты вот представь, там кому-нибудь в 85-м году ты сказал, что Татарстан будет скоро, через 7 лет, проводить референдум о независимости. В 89-м я рассказывал, да, тебе все покрутили пальцем в виска и сказали, ты ненормальный, там, такого не может быть и так далее. По поводу того, что ты говоришь, что Татарстан там все, он обречен, вот он уже из этой системы, из России вырваться не может и так далее. Я тебе хочу сказать так. Несмотря на то, что я все-таки, мне кажется, реалист, пессимистом я тоже могу быть. Я верю в татарский народ, понимаешь? Я даже не имею в виду этнических татар, хотя, наверное, может быть, их в первую очередь, а вообще в народ, проживающий на территории Татарстана. Потому что даже, как ты знаешь, русские, которые живут в Татарстане, это особенные русские. Очень многие там немножко татары. Да, они немножко татары. Будем, давай так говорить. Там очень много смешанных браков и так далее. Сейчас не буду говорить, хорошо это или плохо. Вот, неважно. Все равно они, понимаешь, они вот этот вот национальный момент, эту боль, они понимают лучше, чем какие-то русские, которые живут где-то еще. Что отличает татар от, сейчас не хочу показаться там какой-то, знаешь, нацисткой, которая там вот за, я не знаю, там верховенство какое-то, за какое-то мессианство, да, ратует. Но татар всегда отличало очень сильное чувство национального самосознания, национальной идентичности. Кстати, в отличие от многих народов Поволжья, вот татары обладают этим самым чувством, очень сильным чувством национального самосознания. Вот это вот самое чувство национального самосознания, вот эта вот гордость и достоинство, и, безусловно, ислам как религия помогли татарскому народу сохраниться. Если бы татары были православными, их, допустим, там Иван Грозный крестил, да, как он сделал это с другими народами, кстати, я думаю, что процесс ассимиляции, русификации шел бы гораздо быстрее. Национальное самосознание, определенные качества, менталитет и ислам. Вот эти вот 3 составляющие, они в свое время спасли татар от, может быть, даже полного уничтожения во время абсолютно геноцидальной политики российского государства, которой можно делать отдельную передачу, что Российская империя делала с татарским народом на протяжении того времени, когда она покорила Казанское ханство. И я верю в то, что если татары смогли сохраниться как народ на протяжении вот этих вот веков, да, претерпевая там определенные трудности, метаморфозы, безусловно, теряя очень многое, то почему не может быть шанса на то,
что Татарстан сохранит себя как бы то ни было. Если он решит быть независимым, пусть он будет независимым. Если он решит существовать с Россией в рамках какого-то взаимоуважительного договора и взаимоуважительных отношений, я приму и этот вариант. Я хочу, чтобы народ Татарстана решал свою судьбу. И вот только при таких условиях мы действительно можем говорить о какой-то справедливости. Я еще раз тебе хочу сказать, Руслан, я верю в татарский народ. Но это замечательно и очень даже духоподъемно в том смысле, что вначале мы с тобой говорили об элитах, да, и в том возможном Что моменте, элиты? Элиты, что они- Руслан, они быстренько переобуются и скажут: бесспорно. мы главные татары, мы сейчас вас поведем, и будут строить прекрасный новый Татарстан, типа там вторых Арабских Эмиратов. Ты думаешь, они плохо будут строить? Очень хорошо будут строить. Ну, Все для хорошо себя-то хорошо, обучены, для себя будут все хорошо строить. татары, очень трудолюбивые, как пчелы. Понимаешь, только пашут и пашут. Пашут и пашут 24/7. Нет, главное, чтобы, знаешь, не было таким образом. Сегодня я разговаривал с одним своим знакомым, который проживает, как это модно говорить, в Дубаях. Мгм. И он говорит о том, что граждане Великобритании обладают большими правами, там, чем даже местные, ну, если ты не из правящей династии. То есть, если Мгм. какой-то спор, если какая-то судебная там заковырка, то обязательно в пользу гражданина Великобритании. Это классическая колония, то же самое, это колония. Ну, как бы с небоскребами, условно говоря. А элита хорошо живет, но остальной народ там тоже как бы неплохо живут. Мы знаем, что там 90% не граждан. А, Просто есть опасность того, что и это тоже так может быть, по той простой причине, что народ не будет обладать субъектностью, о чем ты говоришь. Вот. Народ достоин, мы это прекрасно понимаем, но вот мне трудно понять, как вот этот народ, он может быть частью коллективной воли. Или референдум, да, но потом все равно как бы будет Слушай, ну это же без какая-то соответствующей... работа. Она же не останавливается. Мы же не говорим о том, что вот референдум пройдет, вот все на этом, как бы все проблемы решены, и дальше, я не знаю, там и элиты будут заниматься, там, я не знаю, делать свою работу, скажем так, вот эти, я не знаю, там обыватели, средний класс и там кто-то еще, они будут существовать в какой-то параллельной реальности. Во-первых, население нужно образовывать, если мы хотим действительно построить прогрессивную, продвинутую страну. Его нужно образовывать и просвещать, в том числе рассказывать о том, что такое гражданское общество, почему ты обязан исполнять свой гражданский долг и так далее. Там, ну, в общем, это большой труд, и это игра в долгую. Это не то, что провести референдум, на этом успокоиться, и все, я не знаю, там зажили как прежде. Если все дойдет, понимаешь, до каких-то таких масштабных политических процессов, которые будут касаться вот действительно того, что Российская Федерация вот в том виде, в котором сейчас прекратит свое существование, то там, ну, я не знаю, работы будет непочатый край. Там нужно будет очень много работать, в том числе с населением. Ты знаешь, я верю в революцию, потому что по-другому никак. Потому что революция – это здесь и сейчас. Все остальное – это очень, так сказать, растянутое во времени, как безумие Киркорова, и как бы, а какой результат, там ведь тоже непонятно. Да? То есть вот все это время людей очень сильно промывали мозги. Ну, ты как бы работала в журналистике, ты знаешь, как это устроено, механизм. И вот ты Слушай, ну берешь для простого революции же человека. нужны какие-то фанатики, там нужны вот такие вот Вот, харизматики, я фанатики. и А где, говорю, мы с чего где и они? начинали. С Ну а чего и где эти люди? но вот вопрос-то в чем? Если, условно говоря, вот возьмем классиков марксизма, ленинизма, тем более они близки нам, ну, чисто географически, я имею в виду. А товарищ Ленин, как известно, и учился в Казани, и в Ленина-Кукушкина там ездил, в имени родни. Он прочитал рассказ, роман Чернышевского «Что делать?». Об этом, кстати говоря, на БРИКСе сказал и товарищ Си, он же Цзиньпинь. Дескать, для меня это как бы вдохновляющая книга, да? Ты знаешь, что первые вот в Евразии перевели «Капитал», вот сначала на русский перевели,
Вот имеется в виду не европейский язык. Значит, на неевропейский язык первые перевели «Капитал» татары. Мгм. «Капитал» Я не Маркса. слышала об этом, Да. но Вот. я почему-то не удивлена. Вот, соответственно, я к чему? Потому Вот что они татары до революции были одним из самых образованных народов в Ну, это Ленин Российском империи. писал, да, 80% образованных он писал в своей работе. А Мгм. дальше что получается? Вот есть люди, ну, например, такие, как ты, там, люди с обостренным чувством справедливости. Им нужна какая-то идеологическая база, да, вот, ну что, вот мы как бы говорим, отчаиваемся, а для Ленина же то же самое, там, и для других революционеров, я не только про Ленина, про других. И вот они увидели идеи, вот вокруг этой идеи начинаются люди образовываться, выстраиваться. И вот это вот как бы водоворот революционный, он же такой. Самый простой пример. Например, когда была Великая Французская революция, накануне ее во Франции действовало порядка 900-800, по-моему, 70 клубов масонских. Но это не вот такие масонские, которые там вот эти Соловьевы придурки рассказывают, да, а имеется в виду, люди собирались, значит, представители там, врачи, журналисты, так называемых свободных профессий, обсуждали политику. Обсуждали. Все это дообсуждались так, что короля свергли. То есть это в любом случае водоворот, но какая-то общая идея там была. Бланки, Гракх там. Ну, чтобы, в общем, далеко не уходить, я хочу сказать, что у одного нашего историка была неплохая книжка, называлась, по-моему, «Четвертая татарская революция». Ну, вот, как бы выстроил, что необходима новая татарская революция. Вот она там была в 17-м, 19-м, 20-м, вот сейчас. Потому что, как ты понимаешь, все равно красивый лозунг и доктрина, хоть и там очень простая. Ну, вот, например, у либералов «Прекрасная Россия будущего», ПРБ. Мгм. Пойти работать или баламутить там. Но все равно простой лозунг, я не понимаю этого лозунга, то есть содержание, но я понимаю его яркий характер, яркий образ. Мгм. Вот и все, и как бы либералы, они выстраиваются под этим лозунгом, в общем-то, да. Трамп там пришел, сказал, там, сделаем Америку вновь великой. Никто не спрашивает, как он ее будет делать. Ну вот, мне кажется, представляется так, что не хватает лозунга, доктрины хорошей, и люди найдутся, я считаю, всегда. В конечном итоге где-то же они бродят по Братиславе, Праге и другим прекрасным городам Чувашии. Найдутся. Руслан, ты такой умный, я тебе верю. Если ты говоришь, что так будет, значит, пусть так будет. Аминь. Амин, как говорится. Ну что ж, на этой прекрасной жизнеутверждающей ноте можем и завершить. Спасибо тебе, Фарида. Дорогие Спасибо, друзья, Руслан Рахмет. подписывайтесь на канал, да, Фариды, смотрите, там порой бывают очень жаркие баталии. Не со всеми я как бы согласен, но это нормально. Но смотреть интересно. Смотреть интересно. Рахмат сина. Рахмет, Руслан. Хайрлы киш. Хайри кислят.